Добрый день! В преддверии празднования 75-летия Победы подготовлена презентация, тема которой посвящена военной книге. Не книге, которая рассказывает о войне, таких сейчас много, а книге, которая поднимала боевой дух солдат, укрепляла их мужество. Речь пойдет о книгах, вышедших в годы войны, а многие из книг побывали вместе с солдатами в боях, находясь в карманах шинели. Это книги «Фронтовики». В годы Великой Отечественной войны советский народ в ходе тяжелых боев превратил страну в единый боевой лагерь. Все для фронта, все для победы. Этому призыву были подчинены дела и мысли советских людей. Люди разных национальностей и разных профессий во всех уголках Советского Союза готовили всемирно-историческую победу. Этому великому делу с первых дней войны служила литература. Многие слышали фразу «И книга тоже воевала». Но задумывались ли вы, каким образом она помогала солдатам на фронте или труженикам в тылу? Война для книг началась гораздо раньше, не 22 июня, а 10 мая 1933 года. В этот день студенты Берлинского университета выносили их с расположенной напротив библиотеки, складывали и сжигали. Дни и ночи пылали на площадях Германии костры, в которых горели книги. Фашисты добивались того, чтобы целая нация разучилась думать, забыла об идеях добра и человеколюбия. Печатное слово, и особенно поэтическое, явилось весомым и необходимым условием победы. Военные корреспонденты не раз писали о том, как война и мир помогала бойцам сражаться с врагом. Однажды, после успешной операции, корреспондент газеты спросил командира, как случилось, что небольшая группа русских одержала победу над превосходящими силами противника. Вместо ответа командир вынул из кармана небольшую книгу и раскрыл ее на странице, где красным карандашом были подчеркнуты строки о роли духа войска в сражении. Эта книжечка была изданные отдельно главы о Бородинском сражении. Накануне и в начале Второй мировой войны появилось немало произведений, повествующих о героической истории русского народа, наполненных призывами к боевой готовности и бдительности. Более 1000 поэтов и писателей, журналистов побывали на фронте. Около 400 из них погибли, 21 из них получили звание Героя Советского Союза. Военными корреспондентами стали крупнейшие литературные таланты России: Михаил Шолохов, Константин Симонов, Твардовский, Толстой, Фадеев, Тихонов, Эренбург, Соболев и многие другие. Как никогда ранее оказалась востребованной поэзия. Стихи печатали все газеты, начиная с газеты «Правда». Редактор «Красной звезды» вспоминал: «На фронте стихи пользуются всеобщей любовью. Их не только читают, заучивают и потом декламируют в блиндажах и землянках. Их сами фронтовики превращают в боевые песни, используя готовые популярные мотивы. И сами же порой пробуют сочинять стихи, пусть несовершенные, зато искренние, по-своему трогательные. Удивительное дело, завтра идти в смертельный бой, кругом льется кровь, погибают один за другим товарищи, друзья, а человек думает о стихах, читает их и как может сам сочиняет. Многие стихи и песни военных лет стали частью духовной жизни страны. Широкую популярность на фронте и в тылу завоевали стихи Константина Симонова. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины? Родина, жди меня» и другие. Есть у Симонова стихи, которые солдаты и офицеры носят у себя на груди, писал Тихонов. Носят потому, что строки эти отвечают тому, что у них на сердце. Сотни тысяч раз было переписано на фронте стихотворение «Жди меня, и я вернусь». Во многих музеях и библиотеках страны можно увидеть опаленные огнем, пробитые пулями и осколками снарядов обогренные кровью книги. Это книги-фронтовики.
Они горели, тонули, принимали на себя автоматные очереди и падали на землю вместе со сраженными солдатами. Но бывало, книги спасали солдат от гибели. Бронепоезд номер 53 формировался в Тбилиси, и уже в битве под Москвой геройски проявил себя его интернациональный экипаж. Русские, грузины, осетины, армяне, азербайджанцы. В паузах между боями, когда стихла канонада, пулеметчик Мотоблашвили вышел на перрон и обнаружил в пристанционном здании разбомбленную библиотеку железнодорожников. Он вынес из нее один том книги Анны Антоновской «Великого Маурави». Ныне эта пробитая пулей и осколком гранаты книга хранится в Тбилисском музее. Под ней надпись: «Эта книга спасла от гибели солдата-грузина, написавшего на ней. Меня спасли 2 человека. Замечательная русская писательница Анна Антоновская и великий мой предок Георгий Саакадзе». Роман Алексея Николаевича Толстого «Петр I» был спрятан под гимнастеркой Георгия Леонова и тоже спас солдату жизнь, когда пуля застряла в толстом томе. Это было уже под Берлином. Но еще более удивительными кажутся истории о том, как солдаты, забывая об опасности, собирали книги среди обгоревших полуразрушенных зданий, организовывали в воинских частях библиотеки и в свободную минуту от боя перелистывали любимые страницы книг. Враг не щадил ничего. Только в западных областях Советского Союза, подвергшихся оккупации, было уничтожено более 43 тысяч общественных библиотек, в которых находилось более 100 миллионов книг. Наши солдаты, защищавшие Родину от врага, старались спасти не только человеческие жизни, но и жизнь книг. Многие издания были вытащены буквально из руин. Из спасенных книг формировались свои фронтовые библиотеки. На страницах газеты «Красная звезда» капитан Михаил Осипов в ноябре 1944 года рассказал об одной из библиотек. Во фронтовых условиях, когда нелегко сберегать и возить с собой книги, наши бойцы и офицеры берегут этот драгоценный груз. Самое лучшее доказательство тому – существование родных библиотек во многих частях. Обычно родными библиотекарями были наиболее грамотные бойцы, которые любят и хранят книги. Многие книги имеют свою интересную историю. Например, в родной библиотеке старшины Ивана Гаврикова есть небольшая книга стихов Михаила Никитина. Когда Иван Гавриков воевал еще под Воронежем, он встретил сослуживца, возвратившегося из госпиталя. Солдат вез с собой эту книгу. Ее подарила ему мать прославленного танкиста Мария Игнатьевна Богданова, которая работала в госпитале и заботливо ухаживала за ранеными. Книгу стихов Никитина любил читать погибший на фронте ее сын. На титульном листе книги трогательная надпись: «Эти стихи любил читать мой сын Вася. Он с детства не расставался с этой книгой. Дарю ее вам, товарищ Крючко, и желаю успехов в бою». Совсем юный красноармеец, ростовчанин Степан Николаенко встретил войну на западной границе: Львов, Киев, Харьков, Севастополь, Варшава, этапы большого пути солдата. Летом 1942 года в разрушенной библиотеке города Богучар он подобрал одну из уцелевших книг, томик стихов Александра Пушкина, положил в вещмешок и читал товарищам на привалах. В предместьях Варшавы на автоколонну спикировал фашистский самолет. Едва успел Степа выпрыгнуть из кузова, раздался взрыв. Разнесло машину и вещмешок с тем самым томиком. От бомбы дрогнули в огне стропила мирной комнатушки, а человек взывал: «Ко мне! Тут книги у меня! Тут Пушкин!» Ему кричали: «Выходи!» Но книг оставить не хотел он и крепко прижимал к груди он томик полуобгорелый. Когда произошел обвал и рухнул человек при этом, то и тогда он прижимал к груди создание поэта. В больнице он без сил лежал, как мертвый на подушке, и первое, что он спросил, придя в сознание: «А Пушкин?»
И голос друга, поспешив ему, ответил: «Пушкин жив». В книгах нуждались не только солдаты на фронте, но и жители оккупированных районов, партизаны. Юный партизанский связной Володя Москаленко в дни оккупации родной Украины зарывал книги на огороде. Ночами доставал одну из них, читал сам и передавал товарищам. В марте 1942 года блокадный мальчишка Юра Моретин взял обычную школьную тетрадку, поставил цифру 1 и записал: «Жюль Верн, 15-летний капитан». К концу войны тетрадей стало 10. Это был список книг, прочитанных мальчиком во время войны. Коми-литература в годы Великой Отечественной войны основную свою функцию видела в организации боевого духа народа. И прежде всего это касалось поэзии. Со стихотворным сборником выступил Яков Рочев. Не ослабевала творческая активность и других писателей: Ермолина, Лебедева, Размыслова, Елькина. В июне 1941 года в печать была подписана первая книга Анания Размыслова, которая называлась «Первая любовь». А в июле пароход увозил Анания по Вычегде в Котлас, откуда добровольцев отправляли на войну. На пристани провожал его друг Серафим Попов. Перед прощанием Ананий подарил другу свою единственную книжку, еще теплую, из-под типографского станка. Спустя 10 дней на фронт отправился и Серафим Попов, взяв с собой подарок друга. В одном из боев Серафима Алексеевича тяжело ранило. Он долго лежал в госпитале. После демобилизации вернулся домой, и с ним вернулась книга «Первая любовь», также пораненная, с оторванным уголком. На передовой Серафим Попов носил ее в кармане гимнастерки. Хоть и не толстая книжка, всего 84 страницы, но как бы защищала от вражеской пули. А вот как сложилась судьба Анания Размыслова. В Котласе он случайно встретился с Иваном Вавилиным, коми-поэтом, которого хорошо знал. На память они сфотографировались. Когда глядишь на этот снимок, в их глазах читаются страшная решимость и боль. Вскоре из отступающей армии Иван Вавилин пришлет в Сыктывкар такие стихи: «Больно сердце сжимается, полдень горяч, ждет жнеца хлебороба пшеница, и так жалко привольную степь, что хоть прячь, вещь-мешок, всю ее без границы». Из Котласа Анания Размыслова направляют железной дорогой в Череповец, и уже там он видит страшный лик войны. В стихах поэт воспевает красоту души простого солдата, его беззаветную преданность родине, смелость, мужество и храбрость. Его строчки дышат любовью к матери родине. Посвящая стихи большой родине, поэт не забывает о родной коми земле, ее суровую красоту, незабываемые уголки малой родины. Каким же образом в тяжелых фронтовых условиях поэт-солдат создавал свои стихи? Об этом в воспоминаниях, посвященных Дню Победы, сам он сказал так: «Бесконечно буду благодарен председателю Союза писателей в годы войны Василию Юхнину, члену военного совета Третьего Украинского фронта генерал-полковнику Порошину. В 1943 году лежал в госпитале и получил справку от Юхнина, что являюсь коми-писателем. И вот однажды на Украине, в селе Александровка, в наш полк приезжал генерал-полковник Порошин. Ему и показал справку. Он выдал заполненный бланк с разрешением в свободное время от боев писать, попросил освободить от нарядов. Это было кстати для меня. В музее хранится пожелтевшая от времени рукописная тетрадь поэта с фронтовыми стихами. Они являются своеобразной летописью тех трагических лет. В начальный период войны стихи пронизаны болью и горечью из-за того, что уничтожались города, горела земля, гибли советские люди, а армия была вынуждена отступать. Степь горела кругом, и шептали мы: что ж, пусть горит, всю засеем мы снова. Разве степь на солдатских плечах унесешь? И смотрели мы вдали сурово. Оптимизмом и верой в победу задышали стихи во второй период войны. 44-й! Слава победам! Хочется вспомнить еще об одном писателе, прошедшем Великую Отечественную войну. Это Серафим Алексеевич Попов. По дорогам войны Серафим Попов прошагал длинный и трудный путь солдата. В 1941 году ему было 29 лет. На протяжении всего периода
Великой Отечественной войны Серафим Попов не прекращал свое литературное творчество, и по окончании в 1945 году был издан первый сборник стихотворений под названием «Фронтовой туй» «Фронтовая дорога». В книгу вошли стихи военных лет, и впоследствии тема войны в лирике поэта всегда занимала центральное место. Его перу принадлежат знаменитые «Сталинградская баллада», «Баллада о вечном огне», «Баллада о 5 кусках хлеба», «Баллада о генерале и его 41-й стрелковой дивизии» и многие-многие другие произведения. В военное время не прекращала свою работу республиканская типография. В ее издательстве выходили книги, посвященные подвигам героев войны. Это и проза, и поэзия, очерки и стихи коми-писателей. В 1942 году вышел сборник стихов «Ни шагу назад». В 1945 году «Советский воин» Ивана Вавилина. У Василия Юхнина в 1945 году вышел сказ о герое. «Фронтовая дорога» была издана у Серафима Попова тоже в 1945 году. Книга, опаленная войной. Ты шла к победе долгих 12 лет. Война для тебя началась в тот майский день 1933 года, когда заполыхали костры на площадях Германии, а закончилась победной весной 1945 года, когда русский солдат с вещмешком на плече вошел вместе с тобой в поверженный Берлин. Спасибо за внимание.